Подведение итогов деятельности антимонопольной службы за 2019 год включает в себя не только обсуждение результатов проведенных работ, но и подразумевает установление новых директив. В ходе осуществления государственного контроля в сфере регулирования антимонопольного законодательства управлением было возбуждено около 50 дел. По результатам рассмотрения большинство были признаны нарушившими требования законодательства. При реабилитации пруда сговор, который был у нас допущен на 118 миллионов рублей. Это также дела, которые нами были возбуждены, рассмотрены в отношении Минфина и Минстроя Республики Ингушетия. Там тоже были огромные штрафы наложены. Также в минувшем году было рассмотрено 11 дел по признакам нарушения федерального закона о рекламе. Нарушают требования рекламы лекарственных препаратов, медицинских услуг. Также, в частности, отсутствие предупреждения о наличии противопоказаний к их применению и использованию. Если мы сравниваем с 2018 годом, то нарушения в отношении органов государственной муниципальной власти снизились. Мы это связываем с тем, что в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации каждый орган власти обязан внедрить антимонопольный комплаенс. То есть при вынесении любого решения, принятии любого решения, орган власти сам внутри у себя должен это решение проверить на соответствие антимонопольному законодательству. Основные направления деятельности антимонопольного ведомства – это государственный заказ. Так, в управлении отмечают, что рассмотрено около 140 жалоб в сфере госзаказа. Проведено 19 неплановых проверок. Общая сумма наложенных штрафов в этой сфере составила более 5 миллионов рублей. Самый большой штраф – это 7 миллионов рублей. Самый маленький штраф – это исходя из того, что ущерб, причиненный бюджету, был незначительный, это 700 тысяч рублей. Батыр Тачиев рассказал о самых громких делах минувшего года, среди которых выделил дело по аренде лесных участков, которое сейчас находится на рассмотрении. Антимонопольным ведомством было возбуждено 4 дела в отношении Министерства природы по признакам сговора. После предупреждения выявленные нарушения были устранены путем расторжения данных договоров. Эти дела мы возбудили, они сегодня находятся на стадии рассмотрения. Но по итогам выявленных нарушений мы еще 4 предупреждения направили в адрес Министерства экологии. Эти предупреждения и участники рассмотрели и пришли к решению, что до возбуждения дела еще одного дела, они эти договора расторгнут. На сегодняшний день Министерство экологии нам отчиталось о том, что договора расторгнуты. Но, тем не менее, дело по признакам сговора оно будет рассмотрено. Подводя итоги проделанной работы, Батыр Тачиев отметил, что общая сумма штрафов за 2019 год составила 14 миллионов рублей. Приоритетная задача Ингушская УФАС России считает необходимость наладить транспортное сообщение, проработать этот вопрос и провести анализ транспортного рынка. Ася Горчханова, Исмаил Сагов, Дэни Тимурзиев. Вести Ингушетия.